Новосибирской, где проходит митинг, посвященный воссоединению Крыма, Севастополя, вхождения в Российскую Федерацию. 8 лет назад произошло это важнейшее событие. 8 лет назад, в марте 2014 года. До этого очень много прошло событий, которые говорили о том, что нужно остановить разнузданную политику ненацистов, которая развернулась на Украине. После присоединения, вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, в результате переворота в феврале на Майдане на Украине пришла нацистская власть вооруженным путем, переворотом. И развернулись черные дни, наступили над Украиной. Они отменили праздник 9 мая, священную нашу победу. Они начали преследовать, запретили компартию, запретили русский язык, запретили, объявили, значит, российскую политику враждебной. Нацисты, бандеровцы подняли голову и начали насаждать геноцид против своего народа. Они в открытую начали фашистскую свастику. Они забыли о том, что на Украине погибло 1,5 миллиона еврейской национальности. Участников Великой Отечественной войны разгоняли в день Великой Победы. Разве можно было это смириться? Донбасс один из первых выступил против этой нацистской политики. И объявили уже в феврале, в мае объявили суверенитет, самостоятельность. Донецкой Народной Республики образовали и Луганской Народной Республики. И вместо того, чтобы прислушаться к этому требованию, прекратить эту политику геноцида против украинского и русского народа, они развернули войну. И все эти 8 лет продолжалась война. До сегодняшнего дня русские не развязали войну. Русские остановят эту войну. И поэтому сегодня нужно и дальше поддерживать и сплотиться вокруг безопасности нашей страны. Здесь Компартия Российской Федерации одна из первых всегда выступала за то, чтобы политика была направлена на возрождение своей отечественной экономики. Придется много исправлять. И эти санкции, которые сегодня предъявляет Запад и прежде всего Соединенные Штаты, они были закономерны, о чем предупреждала всегда Коммунистическая партия Российской Федерации. Предупреждал Геннадий Андреевич Жиганов. Нужно было заниматься своей экономикой. И сегодня сплотиться, мы понимаем, можно только на основании социальной справедливости, на основании социализма, народовластия, когда будет вопросы решены безработицы, вопросы решены бедности. Поэтому сегодня мы, отмечая этот день, праздник мы его называем, но кулаки у нас сжаты. Для того, чтобы не повторилось то, что сегодня творится, нужно решать самостоятельно, сплотиться на основе справедливой политики.